В разделе флота между Москвой и Киевом на большинстве кораблей подчинились прямо противоположному приказу командующего адмирала Балтина о подъеме прежних флагов военно-морского флота СССР. Таким образом, опаснейший прецедент, фактически неподчинение президентам России и Украины, удалось предотвратить. Но не в последний ли раз? Эстония, пожиная плоды дискриминационной политики по отношению к русскоязычному населению, вступила в полосу кризиса. Принятое в последний момент президентом Мери решение отложить подписание закона об иностранцах не смогло предотвратить волнения на русскоязычном северо-востоке. Горсовет Нарвы постановил провести в середине июля референдум о придании городу статуса национально-территориальной автономии. Российский президент совершил на этой неделе давно запланированный визит на родину демократии, в Грецию, подписал пакет межправительственных документов и даже символически присягнул на верность принципам народовластия на вершине холма Пникс, где оно когда-то начиналось. Тем временем, можно сказать, по старой доброй традиции, когда президент в отлучке, дома обязательно что-нибудь случается, родная Ельцинская Свердловская область провозгласила себя Уральской республикой. Правда, без тени намерения отделяться от России, поэтому ясно, что цель этой акции, изменив формальный статус области решением снизу, подать пример всем, как можно добиться уравнения в правах краев и областей с бывшими автономиями, чего не удалось сделать в ходе конституционного совещания. В Баку на этой неделе, кажется, завершается передел власти. Вчерашний мятежный полковник Сурет Гусейнов назначен парламентом на пост азербайджанского премьера. Гусейнов стал одновременно руководителем 3 силовых министерств – обороны, безопасности и внутренних дел, таким образом сосредоточив в своих руках огромную власть. Между тем, в Нагорном Карабахе азербайджанские войска терпят поражение за поражением. На этой неделе впервые с июня прошлого года армянские вооруженные формирования полностью восстановили контроль над всем Нагорным Карабахом. И сегодня, буквально в эти минуты, продолжают вести наступательные бои на территории Азербайджана уже за пределами границ Нагорного Карабаха. А Верховный Совет Белоруссии вынес вотум недоверия лидеру республики Станиславу Шушкевичу за отказ подписать договор о присоединении республики к системе коллективной безопасности СНГ. Шушкевич никогда не скрывал, впрочем, что является противником подобного шага и ратовал за проведение общенационального референдума по этому вопросу. Надо заметить, что результат голосования о доверии по белорусской конституции не имеет юридических последствий. Многие наблюдатели полагают, что в Беларуси начинается политическая борьба по типу российской, в основе которой попытка реставрации со стороны консервативных прокоммунистических сил. А в Москве вице-премьер-министр финансов Российской Федерации Борис Федоров заявил, что Россия больше не будет предоставлять так называемые технические, а по сути беспроцентные дармовые кредиты странам СНГ, которые были одним из самых главных объектов критики правительства со стороны приверженцев более последовательных и решительных реформ. Таковы вкратце важнейшие новости минувшей недели, о некоторых из которых мы подробнее расскажем сегодня в очередном выпуске итогов. В студии программы Евгений Киселев. Добрый вечер. Конец недели был, увы, отмечен печальными событиями в 2 основных регионах вооруженных конфликтов на территории бывшего Союза. По последним сообщениям из Агдамского района Азербайджана, положение там остается крайне тяжелым. Армянские вооруженные силы продолжают попытки овладеть одноименным районным центром. Идут тяжелые бои. Крайне напряженная ситуация сохраняется в эти минуты и в зоне грузино-абхазского конфликта, рассказывает наш обозреватель Владимир Лусканов. На курортах Абхазии нынешнее лето обещает стать самым жестоким и для многих последним, в том числе и для политической карьеры тех, кто должен в конечном итоге нести ответственность за всю эту трагедию. Для нескольких десятков абхазов и грузин последним стало утро сегодняшнего дня. На рассвете абхазские вооруженные силы завязали ожесточенный бой по всей линии фронта на реке Гумиста. Атака в лоб рассчитана, по-видимому, на то, чтобы отвлекающим маневром облегчить положение абхазских отрядов, которые блокировали Сухуми с тыла. Над столицей Абхазии нависла реальная угроза разделить участь Сталинграда. Грузия объявила о готовности провести всеобщую мобилизацию. Абхазия обратилась за помощью в Конфедерацию народов Кавказа. Резервисты конфедерации во всех республиках Северного Кавказа приведены в состояние полной боевой готовности. Под Сухуми и в Очимчирах сейчас в бой брошены все имеющиеся у сторон силы и средства. На стороне Грузии подавляющее превосходство
превосходство в реактивной авиации, артиллерии и танках. На стороне Абхазии фактор внезапности и отчаянное безрассудство. Исход, однако, предрешен. Ни та, ни другая страна не способны добиться победы. Между тем, в Москве практически готов и согласован план немедленного прекращения огня. Впервые в этом соглашении зафиксировано обязательство грузинской стороны вывести свои войска с территории Абхазии, с чего, собственно, с самого начала конфликта и добивалась Гадаута. В нем также содержится обязательство сторон определять будущее Абхазии на основе выбора, который сделает ее население демократическим путем. Именно этот план специальный представитель президента России Борис Пастухов положил вчера на стол Владислава Ардзинбы и Эдуарда Шеварднадзе. Пришло время, чтобы Москва, которая неоднократно заявляла, что всякая новая военная акция в Абхазии, кем бы она ни предпринималась, будет рассматриваться как угроза национальной безопасности России, употребила, наконец, все свое влияние и силу, чтобы заставить противоборствующие стороны подписать соглашение о немедленном прекращении огня. Если этого не произойдет в ближайшие дни, то самые мрачные прогнозы на нынешний июль в Абхазии подтвердятся. Андрей Владимирович, примерно год назад вы заговорили первым о так называемой партии войны. Вам не кажется, что вот это вот новое обострение ситуации в Грузии на фоне тех политических процессов, которые происходят в России, вновь заставляет нас вспомнить об этой так называемой партии войны? Да, давайте откровенно скажем. Действительно действует партия войны с обеих сторон. Я недавно там был в зоне конфликта и убедился в том, что действительно действует партия войны, которая рвет Абхазию на части. Сегодня обстреливают Сухуми те, кто говорит о защите интересов Абхазии. Как можно защищать интересы Абхазии беспрерывными обстрелами мирных жилых кварталов в собственной столице? С другой стороны, мы знаем, что есть, конечно, партия войны и на грузинской стороне. Теперь в самой Абхазии Ардзинба, допустим, возглавляет одну вооруженную группировку. Но ведь в Сухуми существует ополчение, которое в самой же Абхазии собрано. Понимаете, в чем дело? То есть это уже не просто Грузия, скажем, против Абхазии. Это уже внутри Абхазии. Вот куда зашло. Поэтому сегодня единственный способ борьбы с партией войны там – это прекратить войну, прекратить кровопролитие. И в Москве сейчас разработан механизм гарантированного прекращения этого кровопролития. Наблюдатели, российские же военнослужащие, наблюдатели, международные наблюдатели, ООН, СБСЕ, которые будут регистрировать вот эти нарушения, чтобы не было, когда одна сторона говорит, они начали стрелять, другая сторона говорит, что они начали стрелять, а говорят, что там бывают такие случаи, когда завозят свои же, скажем, грады на другую сторону, оттуда стреляют для того, чтобы вызвать ответный огонь. Вы понимаете, и такие вещи. Вот это вот действие, вот это лицо партии войны. Значит, механизм этот ввести, а дальше вести переговоры об автономии. Конечно, автономия Республики Абхазия должна быть гарантирована, но в рамках целостности Грузии. Вот это, я думаю, будет отвечать и интересам России, которой нужна сильная Грузия, нужна гарантированная Абхазия, так сказать, с ее правами соответствующими, и которой нужен мир. А только партии войны в самой России нужно дальнейшее раскручивание вот этих очагов напряженности. Хорошо, а если это не произойдет, если события не пойдут по этому сценарию? А вот если это не произойдет, то мы увидим, по чьей вине. Та сторона, которая не подпишет в ближайший день-два это соглашение, сторона, которая откажется подписать это соглашение, я считаю, и об этом заявлено в заявлении правительства, та сторона будет подвергнута самому жесткому давлению со стороны России. Хватит. Экономические рычаги у нас есть. Мы вполне можем оказать самое жесткое давление. Я считаю, что в этом случае оно будет полностью оправдано. Еще один вопрос касается Азербайджана. Скажите, пожалуйста, Андрей Владимирович, что можно ожидать на ваш взгляд, что можно ожидать от тех процессов, которые там происходят, от смены азербайджанского руководства? Как вы оцениваете этот процесс с позиции интересов российской внешней политики?
Я думаю, что тут у нас-то интерес достаточно ясный. Мы с Азербайджаном имеем теснейшие связи экономические, как с бывшей союзной республикой. Конечно, мы признаем полностью независимость, выбор этой страны. И Россия не хочет никакой имперской политики там. Главное, чтобы руководство и общественные круги Азербайджана поняли, что борьба против союзного центра, она закончилась. Сегодня вопрос идет о том, что наилучшим образом решить свои проблемы они смогут через сотрудничество с нами, с Россией. Таким образом, наше отношение такое: решать мирным путем на основе конституционных норм внутренних, и имеется протянутая рука помощи, дружбы со стороны России к любому руководству Азербайджана. Сегодня, к счастью, уже не существует угрозы гражданской войны в Азербайджане, считают политики, и во многом связывают это с назначением на пост премьер-министра Сурята Гусейнова. Представивший его кандидатуру парламенту Гейдар Алиев отметил, что народный депутат, национальный герой Азербайджана, имеет богатый опыт хозяйствования и военного строительства. Новый руководитель кабинета министров Гусейнов заверил на пресс-конференции, что он приложит все силы для окончания войны и вывода республики из глубочайшего экономического кризиса. Самым большим достижением нашим за последние дни является то, что нам удалось предотвратить гражданскую войну, которая реально угрожала Азербайджану. Но сказать, что полностью рассеялись эти тучи, не могу. Но думаю, что те меры, которые будут приняты и в эти дни, они приведут к полностью стабильности Азербайджана. И тогда я могу уже сказать о том, что тучи рассеялись. И все же сегодня главная задача руководства республики – это защита территориальной целостности Азербайджана. После захвата райцентра Агадара и ряда населенных пунктов в Агдамском районе армянская армия перешла в наступление в направлении Физулинского и Джебраильского районов. Захвачено, уничтожено несколько сел, есть большие жертвы. Об этом сообщил осуществляющий полномочия президента Азербайджана Гейдар Алиев главам дипломатических миссий, аккредитованных в Баку. Он попросил послов довести до сведения руководителей своих государств, что Армения полностью игнорирует резолюцию 822 Совета Безопасности ООН и подписанный всеми заинтересованными сторонами план, предложенный Россией, Соединенными Штатами и Турцией. Между тем, в Баку Народный фронт продолжает проводить митинги с требованием возвращения к власти Абульфаз Эльчибей. Отметим, что сегодня они заметно малочисленнее, чем год назад. И приход к власти Народного фронта, и его уход от власти является исторической закономерностью. Народный фронт, его лидеры прошли мимо 3 возможностей придать этому процессу более цивилизованную форму. Впервые это когда была предложена модель Народного фронта как Конгресса всех демократических сил Азербайджана. Второй раз, уже после прихода к власти, когда было предложено создать тоже широкий альянс, коалиционное правительство с теми партиями, которые выступают за независимость и реформы в Азербайджане. И, наконец, третий момент, когда президент, оставаясь председателем Народного фронта Азербайджана, вопреки республиканскому законодательству, фактически был президентом этой организации, а не всего народа и всей республики. Когда начались геометрические события, Сурат Гусейнов не обладал такой огромной военной силой, чтобы свергнуть режим Народного фронта. Это просто Народный фронт уже не имел той поддержки и в обществе, и даже в государственных институтах, таких как армия, правоохранительные органы, такой поддержки для того, чтобы защитить себя. Большинство обозревателей говорят сейчас об уходе Народного фронта, его лидера Абульфазля Эльчибея от власти в Азербайджане, как о бесповоротно свершившемся факте. Однако Гейдар Алиев, отвечая сегодня днем на вопросы журналистов в прямом эфире телевидения Останкино, высказался гораздо осторожнее, заявив, что если Эльчибей возвратится в Баку, то может сразу приступить к выполнению своих обязанностей. Что означает это? Хитрый новый ход умудренного опытом патриарха азербайджанской политики? Пока сказать трудно. Стоит отметить и другие слова Алиева, обращенные непосредственно к России.
Алиев сказал, что не удовлетворен уровнем отношений, существовавших до сих пор между Москвой и Баку, и выразил мнение, что надо поднимать его, этот уровень, исходя из исторических связей, из взаимных экономических интересов. В своей практической деятельности я буду идти по этому пути, пообещал Алиев. Еще одна бывшая республика бывшего Союза, а ныне суверенное независимое государство, уровень отношений которой с Россией, в особенности на минувшей неделе, никак нельзя назвать удовлетворительным, это Эстония. И напряженность между Москвой и Таллином связана прежде всего с проводимой эстонскими властями дискриминационной политикой по отношению к русскоязычному населению. Политикой, вызвавшей в последние дни настоящий кризис на северо-востоке Эстонии, районе компактного проживания русских. С подробностями наш комментатор Владимир Карамурза. События на северо-востоке Эстонии, где компактно проживают русские, развиваются динамично. В ответ на принятие закона об иностранцах Горсовет Нарвы назначил на 16 и 17 июля референдум о статусе города как национально-территориальной автономии. Учитывая, однако, что Эстония по Конституции является унитарным государством, стремление к автономии неминуемо войдет в противоречие с основным законом. В среду утром тысячи жителей Силламяи вышли на митинги протеста, блокировав магистрали Сталина в Нарву, куда направлялся Верховный комиссар совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе по национальным вопросам. Тем временем в Праге руководящий комитет СБСЕ выразил озабоченность попытками сформировать в Эстонии базу для вытеснения некоренного населения. В четверг Верховный Совет России с редким единодушием, все за при двух воздержавшихся, принял жесткое постановление по мерам в связи с нарушениями прав человека на территории Эстонии. Таллин расценил его как вмешательство во внутренние дела. В сложившейся ситуации вчера премьер-министр Март Лаар высказался за срочный созыв парламента для обсуждения рекомендаций СБСЕ по изменению закона и в связи с обострением отношений с Россией. А пока силы обороны Эстонии объявили о своей готовности выполнить соответствующий приказ сверху в случае объявления незаконными референдума в Нарве и склонного присоединиться к нему Силламяя. Ситуация вокруг закона остается неопределенной, однако своевременная и адекватная реакция президента и МИДа России, а также международных организаций позволяет надеяться, что на берегах Наровы не повторится рецидив Приднестровья. Возможно ли какие-то жесткие действия со стороны России по отношению к Эстонии в случае, если там будет продолжаться политика дискриминации русскоязычного населения, не имеющего эстонского гражданства? Ну, скажем, экономические санкции или какие-то иные меры? Да, с Эстонией мы заявили совершенно твердо, что если курс не будет приостановлен и пересмотрен на дискриминацию и по существу этническую чистку в отношении русскоязычного населения, то мы вынуждены будем принимать и дальнейшие меры, в том числе и экономического характера. К счастью, сегодня нас, кажется, начали уже слышать в самой Эстонии, и я приветствую то, что президент мэрии не подписал этот закон, а отложил его. Главный закон, который вызывает озабоченность, но он не один, их несколько таких законов, которые вызывают... Закон об иностранцах, не только закон, но закон о выборах. О выборах и так далее. Но закон об иностранцах это, конечно, крупнейший. И он сейчас отложен. Во-вторых, признан арбитраж или будет решаться этот вопрос только с учетом мнения экспертов Совета Европы и СБСЕ. И я думаю, что нарастает таким образом международное давление, если хотите, политическое, разумеется, давление в отношении того, чтобы Эстония приняла решение, отвечающее их же собственным национальным интересам. В интересах Эстонии, чтобы был социальный и межнациональный мир в этой стране. Поэтому и международное сообщество уже нам начинает помогать. Я надеюсь, что если эстонское руководство найдет в себе силы спокойно, нормально, трезво отнестись к этой критике, не как к какому-то диктату из Москвы, а как, если хотите, ну да, бывают, но кто не ошибается, кого не критикует, и начнет исправлять эту ситуацию с помощью международной экспертизы, а мы на это надеемся, то с российской стороны любой шаг в правильном направлении сразу же будет встречен соответствующим шагом.
Прерву ненадолго интервью с министром иностранных дел России, чтобы напомнить, на минувшей неделе одной из главных тем горячих дискуссий у нас дома и за рубежом был вопрос о том, насколько правомерным, адекватным или, если угодно, соответствующим принципу разумной достаточности был ракетный удар США по иракскому разведывательному центру в Багдаде. Подробнее об этом в материале, который подготовил наш обозреватель Борис Кольцов. На заседании Совета Безопасности представитель Соединенных Штатов при ООН Олбрайт, объясняя причины ракетной атаки по Багдаду, заявила, что попытка покушения на бывшего президента равносильна нападению на США. И, похоже, официальная позиция большинства стран мира поддерживает этот тезис. Но все же реакция на действия администрации Клинтона отнюдь неоднозначна. Хотя по опросу общественного мнения в Америке большинство населения поддерживает действия президента, все же 54% опрошенных считают, что после американского ракетного удара вероятность вылазок террористов в Америке возрастет. Из-за жертв среди мирного населения нет полной поддержки американского налета в японском правительстве. Среди главных союзников Соединенных Штатов лишь Франция повела себя прохладно. Мы понимаем реакцию американцев, заявил министр иностранных дел Франции Жопе. Однако мы не стремимся к дестабилизации или расчленению Ирака, так как в этом сложном регионе существование иракского государства является элементом геополитической стабильности. Арабский мир, хоть и осторожно, но осуждает американскую атаку. По всей видимости, у ряда арабских государств есть опасения, что в будущем американцы могут позволить себе нанести удар и по их стране. Подобные опасения наблюдаются и в позиции Украины. Известно, что в начале 80-х годов, во время визита бывшего президента США Никсона в Киев, на него готовилось покушение. И теперь там полушутя, полусерьезно задают вопрос. А что, если США захотят отомстить всем странам, где планировались несостоявшиеся покушения на экс-президентов? Ну, а реакция в нашей стране чем-то напоминает ситуацию в Англии. Как в Великобритании, так и у нас исполнительная власть поддержала действия Вашингтона. А вот законодатели оказались не столь единодушны с Клинтоном. В Лондоне оппозиционная лейбористская партия назвала бомбардировку Багдада политической ошибкой. В Москве парламент расценил действия США как противоречащие принципам международного права и возрождающие культ силы в международных отношениях. Неделю назад США нанесли ракетный удар по Багдаду. Реакция российского МИДа, не дает ли она оснований для новых упреков в том, что российская внешняя политика иногда следует в фарватере американской? Упреков можно выдвигать сколько угодно, но если разобраться в сути происшедшего, мы заявили о том, что считаем эту акцию обоснованной, поскольку она вытекает из права Соединенных Штатов на самооборону от угрозы террористического нападения на их бывшего президента. То есть мы эту акцию в прямой форме не поддержали, мы с ней сами не ассоциировались, мы просто сказали, что раз Соединенные Штаты считают, что их престижу, их безопасности наносится ущерб вот этой попыткой террористического акта, и они нам представили развернутые доказательства. То же самое они сделали. А они представили такие доказательства? Да, они представили нам развернутые доказательства. Они были нами переданы, кстати, и в Верховный Совет во время слушаний. Мы их не скрываем, это открытые документы. Те же самые доказательства, развернутые, многостраничные, были представлены и на заседании Совета Безопасности, где, кстати, ни одна страна то же самое не поставила, кроме самого Ирака, разумеется, под сомнение право Соединенных Штатов на такое действие. Но надо сказать еще одно обстоятельство. Наконец-то мы вышли с Соединенными Штатами и другими демократическими государствами на уровень взаимного доверия. Вот в этом разница подхода российского руководства, о котором говорится в заявлении МИДа, и, скажем, значительной части нашего депутатского корпуса, который все еще испытывает гораздо большее доверие к Ираку. Но, правда, в ряде случаев это и понятно, потому что многие наши депутаты просто пасутся и в самом Ираке, и в иракском посольстве здесь, которое превратилось в штаб Фронта национального спасения. И мы, кстати, не раз об этом говорили Ираку. А как вы можете объяснить, скажем, отличную или, может быть, сказать правильнее, особую оценку тех же самых событий со стороны Украины? Ну, видите, одно из объяснений
состоит в том, что Украина боится, а не создает ли это прецедент как раз вот тех самых действий, когда одна из сторон может, одна из великих держав может применять силу, ссылаясь вот на право на самооборону. Я бы не хотел комментировать, но должен сказать, что, к сожалению, наши друзья и соседи на Украине попали в число очень небольшое государств, которые так отнеслись к этой акции США. Ну, наверное, у украинцев есть какие-то свои соображения. Коль скоро мы заговорили об Украине, события вокруг Черноморского флота. Фактически часть моряков Черноморского флота выступили против тех договоренностей, которые были достигнуты между руководителями России и Украины на высшем уровне. Как вы оцениваете перспективы развития этой, в общем-то, тревожной ситуации? Ну, я был на Черноморском флоте вместе с командующим ВМС России и встречался там с офицерами. Я должен сказать, что эмоционально их можно понять. Действительно, люди находятся в сложных условиях. Действительно, в их руках хороший флот, мощный флот. Он, конечно, единый организм, этот флот. И, в принципе, было бы желательно, чтобы он таким и остался. И мы за это всегда выступали. И это была наша изначальная позиция, изначальное предложение Украине. Но ситуация складывается так, что наши украинские соседи обязательно настаивают на каком-то разделе этого флота. В любом случае, сейчас предусмотрен полутора, если не двухгодичный переходный период, в течение которого все эти вопросы будут решены цивилизованным образом, с учетом социальных, других прав военнослужащих. Военнослужащие не будут поставлены перед выбором таким, что либо увольняйся совсем, либо, скажем, переходи служить к Украине, если они этого не хотят. Я думаю, что наши военные моряки, это у меня однозначное впечатление от встречи и с Балтиным командующим, и с офицерским составом, и с матросами даже на кораблях, будут выполнять приказы командующего Балтина, который назначен и подчиняется двум президентам, президенту России и президенту Украины. Многие сейчас высказывают предположение о том, что существует связь между деятельностью оппозиции, скажем, Фронта национального спасения, и вот теми событиями, которые время от времени происходят на Черноморском флоте. Побывав там, вы это почувствовали? Да, к сожалению, я должен сказать, что не только там, но и во многих местах. Безоглядные действия нашей оппозиции и некоторых наших политических деятелей – это все попытки завоевать дешевый политический авторитет, при этом игнорируя тот факт, что речь идет о судьбах, о жизни и о риске для миллионов, во всяком случае, сотен тысяч людей и в Севастополе, и в Крыму, и на самом флоте. Поджечь этот пожар нет ничего легче. Занять героическую позу, вот мне сейчас, вот здесь, вот прямо в этом интервью, заявить, да флот наш, никаких этих не будем, вот этих вот цивилизованных, искать подходов и решений. Крым тоже наш. И пошло. И что? Воевать будем с нашими же братьями украинцами? Значит, конечно, безоглядные действия нашей оппозиции, псевдопатриотические, на самом деле равносильны позиции папа Гапона, который однажды в российской истории выступил вот с безответственными призывами и вызвал кровопролитие, как вы помните, так называемое кровавое воскресенье. Вот эта гапоновщина, она глубоко сидит в действиях Фронта национального спасения. И еще раз хочу сказать, к сожалению, некоторых высокопоставленных политических деятелей. Во внутриполитической жизни России на минувшей неделе, кажется, окончательно обозначилась совершенно парадоксальная ситуация. Хотя никто, ни один серьезный политик или политолог не возьмется сейчас даже с большой долей погрешности предсказывать, когда состоятся новые выборы и какие именно, да и состоятся ли они вообще. Предвыборная кампания началась задолго до ее официального объявления.
Состоявшаяся вчера в Москве пресс-конференция блока реформаторских сил «Выбор России» не только продемонстрировала, что начало предвыборной кампании – это уже свершившийся факт общественной жизни, но и обнажила то немаловажное обстоятельство, что уже на этой начальной стадии предвыборной кампании в рядах сторонников реформ от радикальных до умеренных нет единства. Значительную часть своего выступления лидер «Выбора России» Егор Гайдар посвятил разногласиям своих единомышленников с движением «Предприниматели за новую Россию», учредительный съезд которого, как многие помнят, прошел 2 недели назад, и в котором главные роли играют Константин Затулин и Григорий Явлинский. Люди, которые не торопятся блокироваться с гайдаровским блоком. По мнению наблюдателей, затулинцы будут добиваться избрания такого парламента, в котором большинство действовало бы в интересах нового предпринимательского класса, в то время как «Выбор России» утверждает, что выступает за то, чтобы новый парламент ориентировался на общенациональные интересы. Не спешить выступать единым фронтом с Гайдаром и его предвыборной командой и Сергей Шахрай, также недавно объявивший о создании своей партии. Партии, сориентированной прежде всего на защиту интересов российской провинции. Особняком держится и питерский мэр Анатолий Собчак, который, похоже, считает, возможно, не без оснований, что нынешняя должность еще не венец его политической карьеры. Видимо, все дело в личных амбициях ведущих политиков, потихоньку примеривающихся к президентскому креслу. Ведь сейчас совершенно не ясно, кого мы будем избирать, только ли парламент, или же и парламент, и президента. А пока не исключена вероятность досрочных президентских выборов, каждый крупный политик хочет иметь собственную базу для выдвижения. Вот и возникают одновременно разные предвыборные объединения, разные предвыборные объединения практически одного и того же политического толка и конкурирующие между собой на радость непримиримой оппозиции, фаворитом которой, судя по всему, все-таки будет Рудской. Ведь прежнего гражданского союза, на который раньше опирался Рудской, больше нет. Осторожный Вольский делает пасы в сторону Ельцина, Владиславлев явно тяготеет к движению Затулина, ДПР Травкина и вовсе ушла, зато фракция «Смена. Новая политика» стала фактически блокироваться самыми непримиримыми, зато пришли марксисты из Социалистической партии трудящихся, пришла группа отчаянного радикала Уражцева. Короче говоря, гражданский союз качнула от центра влево, в сторону социалистов, коммунистов, а там недалеко и до национал-патриотов. Последнее вполне вероятно в том, что касается лично Рудского, если вспомнить, что политическую карьеру он начинал именно в таком, похоже, более органичном для него качестве. Во всяком случае, его нынешняя поездка в Воронеж, Новокузнецк и Кемерово, которую сам вице-президент охарактеризовал как самоволку, вне всякого сомнения начало его собственной предвыборной кампании. Что же касается гражданского союза, то, по данным социологов Фонда общественного мнения, до трети его нынешних сторонников могут в будущем поддержать на выборах пропрезидентскую партию. А значит, шансы у него есть только в случае, если он, гражданский союз, выступит как минимум в блоке с левыми. И последнее. Социологи указывают на значительную политическую активность граждан. На вопрос, примете ли вы участие в возможной этой осенью выборах нового парламента, 51% опрошенных ответили «да, примем». 27% сказали «нет, не пойдем голосовать». И 22% не определили свою позицию. А теперь слово нашим экспертам. Лилии Шевцовой, заместителю директора Института международных экономических и политических исследований, доктору исторических наук, Андрею Жукову, первому вице-президенту корпорации Российско-Американский университет, доктору исторических наук, и Игорю Клямкину, ведущему научному сотруднику Института международных экономических и политических исследований, руководителю аналитического центра Фонда «Общественное мнение», доктору философских наук. И сейчас мы можем говорить о том, что на политическом спектре страны у нас есть 4-5 крупных блоков, ориентация от коммунистической и социалистической до, через центристов до либерально-консервативной. Вот этот процесс приобретения достаточно понятного, систематизированного политического ландшафта – это процесс позитивный. Он дает нормальную базу для проведения нормальной предвыборной кампании, когда будут состязаться не отдельные личности, а политические партии, имеющие свои платформы, имеющие своих лидеров. И второй момент. Формирование цивилизованной многопартийности – это нечто вроде предохранителя, который предохраняет общество от зарождения
авторитарных тенденций, независимо от того, в какой части политического спектра эти тенденции могут возникнуть. Прошедшие полгода показали, в России есть власть, которая по-прежнему только пытается стать властью, но не знает, как сделать, которая пытается проводить реформы, но не знает, как их проводить. И есть оппозиция, которая знает это еще меньше. И есть общество, которое от всего этого страдает, но которое не спешит призвать к власти других людей, потому что обладает достаточной исторической осторожностью, а быть может и мудростью, чтобы понимать, что при обмене шила на мыло большую прибыль получить трудно. Это вовсе не значит, что общество не хочет, чтобы в Кремле появились новые люди, в том числе и на первых ролях. По данным Фонда «Общественное мнение», 52% горожан испытывают потребность в том, чтобы была политическая фигура в России, способная стать альтернативой нынешнему президенту и заменить его. Но общество не хочет, чтобы в Кремле оказывались случайные люди, чтобы у власти оказывались люди, которые не могут заранее сказать, что они с этой властью собираются делать и смогут сделать. Общество – это может быть единственное сегодня в России центрист. Та поддержка, которую получил президент в ходе референдума, увы, так и не была использована в интересах реформ. А что касается конституционного процесса, то он вывел наше общество на новый виток конфликта, на сей раз между центром и провинциями, между российскими регионами и республиками. Но, пожалуй, самое главное в другом. А именно в том, что мы сегодня оказались перед угрозой формирования новой российской государственности на основе компромисса между конъюнктурными интересами, между интересами, в общем, приходящих элит. В обществе есть меньшинство, выигрывающее от перемен, есть большинство, теряющее от них, но в обществе нет той борьбы реформаторов и реваншистов, которая идет на политической сцене. В обществе для этой борьбы сегодня нет никаких корней. В нем нет корней и для того, чтобы какая-либо из ветвей власти обладала сколько-нибудь существенными юридическими преимуществами перед другими ветвями власти, как мы имеем сейчас положение со съездом народных депутатов. Хорошо, если удастся принять новую конституцию, которая снимет это положение. Но если нет, если ее согласовать и принять не удастся, то хорошо бы не забыть, что весь политический конфликт первой половины года своим юридическим истоком имел 104-ю статью Конституции, которая давала преимущество съезду народных депутатов перед всеми остальными ветвями власти. Не забыть бы о том, что это противоречит и принципу разделения властей, и политическим итогам референдума. А вот интереснейшие данные Фонда «Общественное мнение». Решение президента Ельцина после успеха на референдуме сосредоточить свои усилия на принятии новой Конституции России сегодня поддерживает уже абсолютное большинство опрошенных. 51% назвали этот шаг правильным. Только 24% придерживаются противоположной точки зрения. 25% пока не определились во мнении. Думается, что это очень важная информация для размышления президента и его сторонников, что сейчас их усилия, направленные на принятие новой Конституции, пользуются значительной поддержкой в обществе, значительно больше, чем раньше, когда еще, помнится, в начале года люди вообще не представляли себе сути конституционных проблем. И очевидно, что в нынешней ситуации, а такая возможность не исключена, что конституционные
конституционный процесс будет затягиваться, на самом деле может сработать против Ельцина. Например, промелькнула информация, кстати, со ссылкой на президента, что следующее заседание Конституционного совещания может состояться только 12 числа, то есть после возвращения президента из Токио со встречи Большой Семерки и со встречи с президентом США Клинтоном. А тут потеря буквально нескольких дней может выразиться в стратегическую потерю темпа. И еще одна информация для размышления власть имущих. В Москве в четверг начал работу Малый совет атаманов, крупнейшего в России объединения казачества, Союза казаков. Атаманы рассматривали проблему отношения к казачеству со стороны руководства страны. И в частности высказали озабоченность за тяжкое решение вопросов развития казачества на высшем уровне. На совете прозвучала мысль, сообщает агентство «Интерфакс», что если по-прежнему будут игнорироваться проблемы казаков, Союзу надо будет искать нового политического союзника, на которого и будет сделана ставка в перспективе. Остается только догадываться, кого казаки имеют в виду под потенциальным союзником в будущем, отличным от нынешнего руководства России. Подробности об этом съезде казаков в нашем последнем репортаже военного журналиста Александра Островского. Возрожденный Союз казаков России свое 3-летие отметил в Москве за работой. Почти всю неделю Совет атаманов обсуждал устав Союза казаков, а по сути конституцию своего народа. Думали атаманы и как вдохнуть жизнь в указы о поддержке казачества. Не лукавят ли перед ними государственные мужи, если и до ныне рассматривается правомерность указа президента? Текстуально указами мы удовлетворены. Мы не удовлетворены тем, что все это остается бумажной реабилитацией, ибо находится очень много проволочек, очень много крючкотворства. И местные власти, и центральные власти не делают ничего для того, чтобы оказать казачеству реальное содействие в его становлении. А ведь Россия в казачестве нуждается. Казачье движение крепчает. Это уже не бутафория. С этим уже нельзя не считаться. Ныне, когда в России все сильнее центробежные силы, казачество стремится к соборности. Возрождаются станицы, землячество. Достаются из музеев карты с прежними границами проживания. И тут появляются проблемы. Так, область войска Донского включала в себя отдельные земли ныне северокавказских республик, часть юго-востока Украины. Современная ситуация обнажает противоречия в казачьих поселениях Абхазии, Ингушетии, Приднестровья, Прибалтики. Что для вас сегодня значит казачье движение? Ну, казачье движение мы сегодня можем рассматривать только как составную часть возрождения России вообще. Это как бы самозащита, то, что казачество стало объединяться и возрождаться сегодня. Ну, вопрос непростой, это, наверное, из ранга тех, что, в чем заложена причина возрождения казачества. Наши братья-казаки, которые отошли в Казахстан, на Украину и так далее. Эти искусственно созданные раньше границы, мы считаем, что все-таки сделано неправильно. А сейчас вообще вопрос идет, и все, он больше и больше на высоком уровне даже говорится о возможном развале России, чего допустить вообще немыслимо. И ясно, что казачество – соединение всего народа. Вспомнить бы их исконное призвание – защиту Отечества. И те блага за верную службу, начиная от надела землей, кончая льготным налогообложением. В погранвойсках уже прорабатывается казачья служба по контракту. По крайней мере, и указ президента предполагает контроль и ответственность. Казаки, они издревле защищали границы. И сейчас такое время, что казакам необходимо взять охрану границ на свои плечи. Если формировать части, надо формировать казачьи части на территории казачьей. Вот тогда можно, чтобы были... Призыв был казачий, чистый. Офицеры были казачьи, чистые. Вот здесь формировать части. А потом уже эти части можно дислоцировать в любой уголок, точку России. Самое главное сейчас организовать подготовку с 12, с 10, с 8 лет. Тогда будут действительно профессиональные солдаты. В последние дни Совета атаманы посетили Даниловский рынок в Москве. По их замыслу он должен быть Союза казаков. Отныне торговать здесь может всякий, но только без притеснения соседа и по божеским ценам. Своя хозяйственная политика также была включена в повестку Дня Совета атаманов. Ведь рамки общественной организации казачества уже перешагнула. Александр Островский, военная студия, специально для программы «Итоги».
Вот и все на сегодня. Я прощаюсь с вами. До встречи в следующее воскресенье.